Салам. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بيوم الدين. Благодарим Аллаха за всю не'мат, который одарил нам, за этот не'мат, который мы собирались здесь. Это тоже один из не'мат Аллаха Субхану ва Тааля. Лишены многие, да, из этого не'мат. Алхамдулиллах, мы с вами собираемся, проводим уроки, учимся и говорим, значит, о слова Аллаха Субхану ва Тааля, говорим о хадис пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, да. Благодарим Аллаха за это. И благодарим Аллаха за не'мат иман, который одарил нам иман. Если бы не было это не'мат, то мы здесь не собирались. Благодарим Аллаха за не'мат имана, который одарил нам. Наша тема про пророк, саллаллаху алейхи вассалям, значит, важность любви к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. И потом смотрим, как достичь этого, значит, каким образом, каким способом можно, да, любить пророка, саллаллаху. И следующее, значит, пользы любви к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Один из путей сладости веры – это любовь к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Пока мы не любим пророка, саллаллаху алейхи вассалям, должным образом, мы не чувствуем сладость веры. Поэтому некоторые говорят, что вот, Хазрат, мы намаз читаем, мы все выполняем, все обряды, да, хадж совершали, но вот у нас нету в жизни спокойствия, сладости нету. Всегда проблемы, всегда, да. Из-за чего? Из-за того, что мы не любим пророка Мухаммада саллаллаху алейхи и Аллах Субхану ва Тааля должным образом. Если бы у нас есть любовь к Аллаху Субхану ва Тааля и к пророку саллаллаху должным образом, значит, на первое место, да, то вот проблемы этой мира для нас, этой жизни, да, проблемы этой жизни, как не будет таким большим. Если мы ставим, значит, любовь Аллаха и пророка Мухаммада с самым началом, то это, все эти проблемы этой жизни будут маленькими. Значит, поэтому, когда, значит, мы не любим Аллаха и пророка саллаллаху должным образом, и вот эти проблемы окажутся большими такими, да. Как в одном из хадисов пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Саласу ман кунна фих ваджада бихинна халаватуль иман». Три качества, обладая которыми человек почувствует сладость веры. Какие, да, значит, качества? Три. Ну, первое это качество касается нашей темы. «Ин якун Аллаха ва расулуху ахабба илайхи мимма сивахума». Это когда Аллах и Его посланник станет для него любимый, чем все остальные. Это значит, когда мы ставим любовь к Аллаху Субхану и пророку саллаллаху первым, да, то, иншаллах, почувствуем сладость имана. И там продолжаются другие качества. Да. Дальше Аллах Субхану сказал, а пророк что сказал? «А'удhu билляхи минаш шайтанир раджим, ва рафа'на лака зикрак». «Варафа'на лака зикрак». Аллах Субхану говорит: «О пророк, мы возвысили тебя поминание, мы возвысили тебя понимание». Как это узнать? Смотрите, когда мы говорим азан, ашхаду алла иляха илlallah, добавляем, да, ашхаду анна Мухаммада расулуллах. Где, значит, есть имя Аллаха, там есть имя пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Да, зашли в мечеть, смотрим, есть имя Аллаха, да,
имя пророка Мухаммада всегда рядом, да? Читаем намаз Аллаху Акбар. В ташахуде говорим Аллахумма салли аля Мухаммад, Аллахумма барик аля Мухаммад, да? Азан, после азана делаем дуа. Где бы, да, есть имя Аллаха, там рядом что? Имя пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. Каждый из нас, которые, альхамдулиллах, нашли истину, что мы живем в этом истине, да, это по причине старания пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям и его терпения. Значит, каждый из нас приняли ислам, практикуем, да, наши родители приняли, наши прадеды. Это по причине, значит, старания пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям и терпения. Сколько мушрики, да, мучили пророка, бросили, да, внутренний сверблюд. И сколько мучений было, значит, когда призывал Таиф, и камнями били, да, его, и крови дошли до. Поэтому пророк Мухаммад это все это терпел. Для чего? Чтобы мы с вами, да, стали верующими. И до судный день, кто принимает ислам, да, это и есть старание пророка Мухаммада. Поэтому никогда об этом что не должен забыть. Что это и было старание пророка Мухаммада. Если бы это не было, да, и воля Аллаха, то ислам не дошел до нас. И знаете, он что сказал своим сахабам про нас? Что он сказал? Да, он сказал, что я скучаю по братьям. И они сказали, сахабы сказали, разве мы не твои братья? Он сказал, нет, это те, которые придет после меня, да, который не увидит, но уверует во мне. Значит, это являемся мы. И, значит, как он пережил за нас. Видите, как он переживал, да, как он переживал за нас. Значит, у каждого пророка был один дуа, который Аллах Субхану что будет принять его. И наш пророк Мухаммад сам это дуа оставил для ахирата, чтобы в ахират, да, просить, значит, башара для нас, чтобы заступничество за нас. Он этого дуа оставил, да, да, значит, он. Все пророки эту дуа в этом мире, да, просили, и он оставил, чтобы в судный день, да, в судный день, значит, просит шафаат, шафаат за каждого из нас, что он тогда переживал за нас. И в одном хадисе он говорит, саллаллаху алейхи вассалям, не ни один из вас до тех пор, пока не будет он любить все, с чем я пришел. Значит, не будет у вас совершенства веры, это говорится иману камиль, совершенство веры, пока, значит, не любит то, что я с чем пришел. С чем пришел пророк Мухаммад? С Кораном, с благим нравом, с любовью пришел, призыв к хорошему. Да. Значит, пока мы не будем любить вот это, да, то, что пророк сам пришел, значит, что не будет у нас полноценный иман. И в другом хадисе пророк Мухаммад говорит, не будет, никто не сможет считаться действительно уверовавшим, пока не полюбит меня больше, значит, пока не полюбит меня более, чем своих детей, своих родителей и всех людей. И в другом версе, что и самого себя. Значит, пока, значит, мы не любим пророка Мухаммада больше, чем своих детей. Как мы любим их? Чувствовали, как любим? Теперь, мы так любим пророка или нет? Это вопрос каждому, да? И ответ у нас есть внутри. Да? Альхамдулилlah, любим. Да. Значит, как мы любим своих родителей? Да? Значит, таким образом любим пророка. Да? Значит, пока не будет вот эта любовь больше, чем все, значит, наши дети, родители, значит, и всех людей, в другом версии, да, даже чем самого себя любим, то
то значит наш иман что не будет полноценным. Значит, любовь к пророку, саллаллаху алейхи салям, является одним условием полноценности веры. Теперь такой вопрос, значит, как достичь этого? Значит, как достичь любовь к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи салям? Есть способы. Есть ли такие способы? Да? Да, есть способы или нет? Как думаете, есть? Алхамдулилlah, да? И ученые сказали, иншаллах, перед тем, как читать мнение ученых, сейчас смотрим ваши мнения, что совпадает с ученым, да? Или, бисмилlah, как думаете? Изучать историю, Выполнять сунну, сказали, да? Изучать жизнеописание, сказать салават, да? Еще? Ну да, из-за любви. Ага, дальше. Мавлид. свои поступки сравнивать. Да, точно. Свои поступки сравнить с поступками пророка Мухаммада. Да, еще? Как думаете, а? Там дальше. Да, когда что-то делаем, надо, да, поставить пророка вместе себя, что если бы пророк был на моем месте, да, что он сделал, как он относился, да? Правильно? Значит, постоянно думать, чтобы жизнь, которую я веду, это да, является жизнью пророка, да? Равно или нет? Угу. Дальше. И всегда, да, значит, брать примеры из него. Угу. Дальше, как думаете? Ага, есть еще. Ибадаты, да, больше делать, да. Делать ибадаты, как он делал, да. Теперь, джазакумуллаху хайран, все сказали, смотрим, что сказали ученые. Ученые сказали, на первом месте ставили они делать дуа. Просить Аллах Субхану Тааля, чтобы он увеличил любовь к пророку. Потому что Аллах Субхану что говорит? Уд'ауни астаджиб лакум. Просите меня, и я вам отвечу. Значит, мы должны просить любовь к пророку Аллаху Субхану Тааля. О Аллах, увеличи любовь к посланника. Когда-либо это дуа делали? Нет. Теперь что, иншаллах, делаем? Да, это значит совет ученых. Потому что когда Аллах дает этого, иншаллах, это будет. Да? Поэтому надо это просить у Аллаха Субхану Тааля. О Аллах, увеличивай любовь к своим пророкам, саллаллаху алейхи салям. Мы должны просить этого. Дальше ученые сказали, что второй, желать его увидеть. Значит, как мы можем его увидеть в этом мире? Возможно или нет? Да, правильно, во сне. Во сне увидеть, да? Пророк Мухаммад сказал, тот, кто увидел меня во сне, тот действительно меня увидел. Ведь шайтан не может принять мой облик. Это хадис, да, Пророк сам сказал, что шайтан не может принять мой облик. Значит, кто увидел во сне, то действительно увидел. А такой вопрос, значит, сколько, да, из нас, сколько процентов увидел, кто, значит, есть, да? Ну, не поднимаем руки просто. Кто увидел? И такой вопрос, не увидели, а почему не увидели? Мы увидели много чего, да? Значит, проблемы, которые жизненные, да, значит, свои дети, свои, увидел во сне свои родственники, так-то. А почему пророк не увидел? Значит, такой урок был между одним, значит, учеником и учителем. Ученик подошел к учителю и сказал: о, учитель, значит, как мне увидеть пророк саллаллаху алейхи? Учи мне этого, как мне увидеть? Он говорит: тогда вечером подойди ко мне, я тебе научу. Это какой урок, да, такой урок. И ученик пришел вечером, устаз специально подготовил еду и добавил много соль, много. И вместе сели и начинали кушать.
Ученики говорят, дай мне воды, да, принести воды, чай. Нет, нет, это наш урок, только кушать вот эту еду, да, пересоли. Это наш урок, все. Они кушали, закончили. Ученики говорят, да, Устаз, дай мне воды только. Нет, говорят, нет, нельзя, это урок, хотели урок, да, все. Они спали утром, проснулись, учитель задает вопрос, что ты увидел во сне? Он говорит, я увидел, значит, озера, я увидел, значит, река так течет, так. И Устаз задает вопрос, знаешь почему ты увидел такие река, да, озера? Потому что ты хотел пить. Таким образом, если ты хочешь, значит, увидеть пророка, да, у тебя такие желания должны быть. Значит, это когда будет? Когда мы, четвертый будет, да, четвертый пункт, ученые сказали, часто вспоминать его, часто вспоминать пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Значит, когда мы часто вспоминаем его, как вот Халид сказал, салаватами, да, мы начинаем, что, иншаллах, увидеть его во сне. А если мы сами машина сломалась, это мы ночью видим вот свои проблемы. Поэтому мы, если больше думаем о пророке, да, вспоминаем с салаватами, иншаллах, увидим его. Следующий пункт, значит, ученые сказали, любить то, что он, саллаллаху алейхи вассалям, любил. Да, значит, следующий способ, пункт, это что? Любит то, что он, саллаллаху алейхи вассалям, любил. Что он любил? Значит, любил своих сахабов. Мы должны любить сахаб, да? Между ними, чтобы отличия не было кого-то, да, как заблудшие шииты ненавидят некоторые сахаб, чтобы у нас не было. Мы всех, да, считаем как сахабы, алейхиссалям. Дальше, значит, любить его род пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Любить сунну пророка, саллаллаху алейхи вассалям, исследовать эту сунну, да? Любить Мекку, он, саллаллаху алейхи вассалям, любил Мекку. Любить Медину, он любил Медину, да? Любить Аль-Кудс, да? Он любил это Аль-Кудс, когда совершал переселение, да? Исра Мирадж, он отправился к этому Кудсу, оттуда, да, поднялся. Значит, любить бедняков, он очень любил бедняков, да? Значит, кормили их. Любить сирота, да, он очень их любил. Значит, любить детей, любить даже своих врагов, чтобы они приняли ислам. Он же это любил. Он же любил, чтобы враг принял ислам. Враг, который хотел убить его, он что? Не убил. Он, наоборот, сделал дуа, Аллах, они не знающие, да? И Аллах Субхану открыл, значит, их сердца, они приняли ислам. Вот это мы должны что любить тоже, да? Дальше ученые сказали следующее, это стремиться знать все то, что связано с пророком. Стремиться знать, да, то, что, значит, связано с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям. Да? Следующее, ученые сказали, это изучать его жизнеописание и его биографию. Тоже знать, да? Значит, мы не можем любить какого-то человека, пока не узнаем о его качествах. Вот сейчас дети смотрят мультфильмы. Они любят, значит, Человек-паук или других, да, мультфильмов. Почему? Потому что они увидят, что они, как они, значит, защищают, да, слабых, они спасают, да. Это же хорошее качество. А вот поэтому они полюбили. Или наши, значит, да, молодежь любит футболистов, любит, значит, актеров. Почему? Потому что изучают, они увидели, да. И, значит, пока мы не изучаем жизнь пророка, не увидим, какое у него качество, мы не можем что любить. Поэтому, что каждый мусульманин, который считается мусульманином, он должен изучать жизнеописание пророка Мухаммада, он должен изучать сиру, да, пророка Мухаммада. И был такой случай,
один тоже ученик подошел к устазу и сказал, что мы слышим такие слова, что мы должны любить пророка, да, больше, чем себя, больше, чем своих детей, больше, чем родителей. Вот как это делать? Значит, покажи мне, вот я этого не чувствую, что я люблю пророка больше всех. Как мне это делать? Учитель спрашивает, а ты когда-либо читал какую-либо книгу про пророка или хадис? Он говорит, что нет, не прочитал пока. Значит, дают ему несколько книг, он прочитает, и через несколько времени вернется и говорит, что да, альхамдулилlah, я изучал его качество, да, и альхамдулилlah, у меня вот эта любовь есть уже. Но потом еще спрашивает, да, дай мне еще урок, чтобы эта любовь была продолжительным. И учитель еще дает ему задание, да, какие-то книги читать про жизнеописание, про хадисов, вот, про Расулуллаха. И говорит, через несколько времени подошел ученик и говорит учителю, я хочу угощать вас, да, и из-за этого, то, что я по причине вас, я, значит, узнал, да, любовь к пророку. Сам я люблю его, и это, значит, хочу угостить вас. И они пошли к ним, значит, домой позвал, это ученик, и учитель говорит, что когда мы зашли в его комнате, я смотрю, что на стенах висит плакат Иса с именем пророка Мухаммада. Там много очень. И смотрю потолок, там тоже много такие, да, написано, что Мухаммад. И говорит, я спрашиваю, а почему ты так делаешь? Говорит, что это есть напоминание. Когда я проснулся, увижу, что там Мухаммад написано. Да, я говорю, саллаллаху алейхи. Когда я захожу в дом, смотрю, что плакат саллаллаху. Когда я направо, смотрю, что там написано Мухаммад. Когда наверх смотрю, там Мухаммад. Таким образом, говорит, я вот много, да, плакаты, значит, вышел, и каждый раз, когда увижу, мы говорим саллаллаху алейхи. Это, значит, таким образом, это вот этот ученик, что увеличил любовь к пророку Мухаммаду. Поэтому, альхамдулилlah, это полезно, да, когда дома вешаем вот такие, значит, рисунки, да, с названием пророк Мухаммад. Это очень напоминает нас, что мы говорим салават, альхамдулилlah. Поэтому, что ученые сказали, изучать его жизнеописание и его биографию. Дальше ученые сказали, следующее, это изучать и исследовать его сунны. Не только изучать, да, исследовать его сунны. Потому что многие изучают сунну пророка. Даже есть, значит, ученые, не мусульмане, но они знают сунну пророка больше, чем нас. Но они не практикуют. Какой пользы, да? Поэтому именно что следовать сунну пророка Мухаммада. Дальше ученые сказали защищать пророка Мухаммада от, значит, сквернословия, да, значит, кто-то пишет про пророка что-то плохо, мы должны отвечать, можно устными, можно, значит, ответ, да, книгами, как защищали пророка Мухаммада раньше ученых, тоже мы должны защищать, да, пророка Мухаммада. Следующее ученые сказали, это следовать ему в поклонении. Надо изучать, как он читал намаз, да, и так читать, значит, следовать ему в поклонение, в нраве, какой у него был нрав. Мой нрав соответствует или нет. Надо изучать и что? Постараться, чтобы быть похож на пророка, да? Какое у него было отношение с мусульманами. Да, у меня такое или нет, надо сравнить. Какое у него было отношение, значит, с своим женам, да? Жены пророка Мухаммада сказали, что, ну да, есть, что он никогда не поднимал рук на жен, да? Угу. Значит, и как он относился, значит, сиротам, да? Как с бедными, как, значит, как он относился, значит, к детям, да, даже к неверующим, как он относился. А наше отношение какое, если сравнить? Мы поэтому должны стараться, чтобы наши отношения тоже были такими, как пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. И на последнее ученые сказали, как думаете, что осталось?
Как еще думаете, что еще осталось? Какой способ, что для, значит, достичь любовь к пророку? Осталось последнее, да, ученые здесь писали, совершить зиярат к могиле пророка Мухаммада. Кто из вас совершил хадж или умра, да, они этого чувствовали, так ли? Значит, дальше, значит, как? Значит, мы знаем, что когда совершаем хадж или умра, мы тоже, да, значит, делаем зиярат могилы пророка Мухаммада, да, и что говорим там? Саламу алейка, я Набиуллах, да? Кто совершал это, знаем. Но как вы думаете, ответ над этим саламом получает или нет? Получает, да? Потому что пророки, они живые в своих могилах, да? Есть хадис, который пророк Мухаммад сказал: если вы далеко и читаете салават мне, то ангели доносят до меня ваш салават. Если вы делаете салам возле моей могилы, я отвечу, да, вам. Значит, такой хадис есть. Значит, поэтому, когда, иншаллах, если, да, кто из вас совершает хадж или умру, приближаемся вот к могиле пророка и говорим: ассаляму алейка, я Расулуллах, да, и иншаллах ответ от пророка это будет. Дальше мы с вами посмотрим такой по теме, это пользы любви к пророку. Какие пользы, да, от любви к пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям. Первые ученые сказали, это счастье в этом мире. Человек живет счастливым, да, другой уровень жизни, несмотря на все нехватки, да. Он живет как, да, счастливый, как жил пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Дальше сказали, это будет призывом к исламу. Другим, например, да, это будет призывом, значит, к исламу. Если мы живем, значит, соответствие шариата, вот наша жизнь уже будет призывом к исламу, когда еще мы не призывали никого. Потому что они смотрят на нас, как мы живем. Когда наши дела, если сравнить с пророком, если мы так живем, то это уже будет призывом к исламу другим. Значит, мы становимся причиной, что другие принимают ислам. Такой пользы, да, который мы сами даже слово «да» не сказали, не призывали, просто они увидели, сказали: вот это сосед мой мусульманин, я тоже хочу так жить. Они изучают, начинают изучать жизнь пророка, да, хадисы, они принимают ислам, а вы об этом не знаете даже. Вот, видите, какой польза, значит, когда мы живем, да, значит, в соответствии с религией шариата. Дальше ученые сказали, это приближение к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Да, следующая польза, это что? Приближаемся к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Когда приближаемся? Где? В ахират, иншаллах, да? Есть такой хадис, человек спросил пророка, один сахаб спросил пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, день. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: а что ты готовил? Что ты приготовил? Он сказал, что нет у меня ничего, кроме, значит, «Валякинна ухиббуллаха ва расула». Нет у меня ничего, кроме, значит, что любовь к Аллаху и к его посланнику. И в ответ пророк Мухаммад сказал: «Анта ма'аман ахбабта». Значит, в судный день ты будешь вместе с тем, кого ты возлюбил, да, в этом мире. Значит, это такой, да, счастье, иншаллах, пусть Аллах субхану одарит это каждому. Значит, когда мы любим пророка Мухаммада, да, должным образом, иншаллах, что будем приближаться к пророку Мухаммаду. Насколько мы больше любим, настолько, что мы приближаемся к пророку Мухаммаду в судный день. Дальше, какой пользы ученые сказали, это вот любовь к пророку Мухаммаду, это есть, что пишет для наших душ и сердца. Если это у нас есть, значит, что? Если у нас есть любовь к пророку Мухаммаду, значит,
наши души и сердце, да, наши сытые. Это является пища, значит, наших душ и сердца. В книге «Мухаббат ан-Наби» пишется: любовь к Аллаху и к его посланнику является пищей ваших душ. Она оживляет сердце. Когда вот эта любовь есть к Аллаху и к пророку, то оживляет сердце. И является душой веры. Значит, вера, да, и является душой веры. Значит, вера, которая у нас есть, без любови к Аллаху и к пророку Мухаммаду, что невозможно. Или шайтан начинает делать васваса нам, да, или мы потеряем в конце этой жизни. Это вера, пока мы не любим Аллаха Субхану и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, да, больше всего, то, что имеем. На этом заканчиваем. Джазакумуллаху хайран, что стали причиной тоже этого аза, да. Пусть Аллах Субхану наградит, пусть Аллах Субхану увеличит любовь к себе и к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, к сахабам, ко всем ученым, призывающим к истине. И альхамдулилlah, что тоже мы с вами, да, являемся одним из них. Значит, то, что мы учимся и обучаем, это есть что? Наследие пророков. То, что оставили пророкам, да? Все пророки, сахабы, ученые наших, да, это есть что? Наследие. Мы, альхамдулилlah, брали это наследие. Это является наиболее богатством этой жизни. جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم اغفر لنا وارحمنا وبارك لنا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولجميع المؤمنين والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.